Говорят, что искусство рождается из великой трагедии не в меньшей степени, чем из великого счастья. И свидетельство тому наши литературные произведения о Великой Отечественной войне. Одним из таких произведений является повесть Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие», о которой мы хотим рассказать. Повесть Бориса Васильевича «А зори здесь тихие» появилась в печати в 1969 году и сразу покорила читателей. Но это было лишь начало успеха. «Зори» вошли в репертуар многих театров нашей страны. На экранах вышел прекрасный фильм с этим же названием. И до сих пор это произведение вызывает неугасающий интерес и симпатию многих и многих людей. Женя Камелькова, Рита Осянина, Лиза Причкина, Галя Четвертак, Соня Гурвич. Все они погибли за Родину, а значит, за то, что любили. У каждой из них была своя судьба. У кого-то счастливая, у кого-то нет. Но война сломала их жизни, заставила взять в руки оружие, пойти против своей природы. У красавицы Жени враги отняли ее семью, ее поддержку и опору. Рита потеряла любимого мужа, но ненависть к немцам вытеснила из ее сердца даже тоску, оставив в нем только любовь к сыну. Лиза Бричкина, девушка, которая всю жизнь провела в ожидании счастья и до конца верила, что найдет его. Война помешала ее планам, и вместо счастья Лизу ждала смерть. Жизнь Гали Четвертак одна сплошная мечта, и о войне она тоже мечтала. Но осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Соня предпочитала танцам чтения, компаниям одиночества, на войну попала случайно и умерла от рук фашистов. Федот Басков, бывалый солдат и просто храбрый мужчина, остался один с чувством вины за смерть молодых женщин. Он, как никто другой, понимал, что вместо девушки не поле боя с автоматом, а дома с детьми. Поэтому так болело у него сердце. Так хотел он отомстить немцам и всему свету за смерть этих девчонок. Мы думаем, что на всех, кто прочтет эту повесть, она окажет огромное эмоциональное впечатление, затронет все струнки души и сердца. Ведь то, что сделали эти 5 девушек и старшина Басков, подвиг человеческого и воинского долга, который определяет смысл их жизни. В следующем году исполняется 75 лет победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Каждый из нас должен знать об этой войне. Каждый должен испытывать чувство благодарности к тем, кто защитил нас с вами. Давно закончилась война. Давно с войны пришли солдаты. И на груди их ордена горят. Горят, как памятные даты. Вам всем, кто вынес ту войну, В тылу или на полях сражений. Принес победную весну. поклони память поколений.